Сегодня в Малгобеке прошла торжественная церемония открытия памятника герою Российской Федерации, полковнику полиции Ахмеду Катиеву. Мы должны обеспечить им качественное образование. Нужно, чтобы интересно было учиться было комфортно. Премьер страны Дмитрий Медведев о готовности системы образования к началу учебного года. Совещание в режиме видеоконференции. От 20 до 12 лет строгого режима. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор так называемой Карабулакской бандгруппе. Сейчас вода течет чистая, напор хороший у нас. Есть проблема – не молчите. Говорите. Возможно, нам удастся помочь. Спецпроект НТРК под наблюдением. «3-0 от Ангушта». Долгожданная победа от футбольной команды. Подробно о проведенном матче расскажем в выпуске. Добрый вечер, это новости 24. Памятник полковнику полиции Ахмеду Катиеву сегодня торжественно открыли в Малгобеке. Уже 4 года с нами нет этого выдающегося человека. Герой России, это звание ему присвоили посмертно, был секретарем Республиканского совета безопасности. Он активно претворял в жизнь программу по возвращению к мирной жизни бывших участников НВФ. За 2 года его работы из банд подполья вышло более 70 человек. Залина Магушкова расскажет подробно. В лучах солнца, пока еще скрытый от глаз, бюст Ахмеда Катиева возвышается в самом центре парка имени Серго Орджоникидзе. К нему через пару минут в первый, но не в последний раз возложат цветы. Памятник герою России Ахмеду Катиеву открывают почетные гости и родственники. В бюсте он увековечен звездой, которую ему не довелось при жизни прикрепить на грудь. Звание Героя России Ахмеду Катиеву присвоили посмертно. Он принял на себя должность секретаря Республиканского совета безопасности в самые тяжелые времена и внес огромный вклад в деле стабилизации обстановки в республике. Он помогал вернуться к мирной жизни тем, кто запутался. Благодаря его работе из банд подполья вышло более 70 человек, которые нашли свою работу, завели семью и обустроили дом. Кто принимал участие и в убийстве, и в организации, они сегодня все уничтожены. Они нашли свою дорогу. И если бы Ахмед Катиев был бы тяжело ранен, изувечен, был бы инвалидом, он бы не желал бы даже им смерти, а наоборот говорил бы: давайте мы их пропустим через адаптационную комиссию, давайте мы им дадим еще раз шанс жить, созидать, растить своих детей, помогать своим родителям. Такой был он в жизни, и поэтому мы его всегда и помним таким добрым, хорошим, человечным. Ровно 4 года назад, 27 августа, по дороге на работу бандиты обстреляли автомобиль Катиева. Он и его двоюродный брат Руслан погибли на месте от полученных ранений. Секретарь Совета безопасности с первого дня пребывания на этой должности отказался от бронированной машины и ездил на обычной. Он доверял людям, чтобы те в ответ доверяли ему. بالقلونج سعيجا تدور بالقلونج قم بهندولش سعدلر قم بهندولش لين ديادولش غلقش تديش ليرخش خلش تنسيدش خلش خوز مخيتي هزعل سوال سن تخدوق غوز دولش تخون تخدريش تيفن جو قبولش حمدير تغن. Его имя увековечено на мемориале памяти и славы в Насыркорте. Сельская школа в Инарки названа в его честь. Именем Ахмеда Катиева называют улицы, а в Рязани на территории Академии права и управления Федеральной службы исполнения и наказаний, где когда-то учился Ахмед Катиев, открыт еще один памятник. Во всей Российской Федерации, во всех ее регионах, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Краснодара, в любых республиках России, где бы ни родился герой, это общий герой Российской Федерации. Ахмед Макшарипович защищал мир,
защищал мирную жизнь, защищал мирный хлеб, защищал добрые, веселые глаза детей и женщин, защищал родителей, защищал свою землю. Поэтому Ахмет Макшарипович Катиев – это общее достояние всей Российской Федерации, безусловно, гордость Ингушетии и гордость Академии ФСИН России как ее выпускника. В Академии ежемесячно проводится конкурс на лучшую учебную группу. По результатам службы, учебы и дисциплины лучшая из групп удостаивается переходящим кубком имени Ахмеда Катиева. Совместно с аллеей проекта «Российской славы» дарит мини-копию бюста Ахмеда Катиева главе республики Юнусбеку Бамангиревичу Евкурову. Памятник построен в рамках проекта «Аллея российской славы». По всей стране инициаторами установлено около 70 бюстов героев, чтобы об их подвигах помнили на века. Отдавшие свою жизнь за наше с вами спокойствие, достойны нашей благодарности. А для подрастающего поколения юных граждан России они должны стать достойным примером во имя и во славу государства российского. Бывшие коллеги вспоминают его как открытого человека. Никогда не было ощущения, что это начальник, спрятанный за недоступной стеной кабинета, говорят они. При этом Катиев имел большой авторитет. Если говорить как о человеке, отзывчивом, добром, очень справедливом человеке. А как вот если о руководстве, если говорить как о руководителе, то он был, конечно, требовательным, но справедливым в отношении своим сотрудникам. Его жизненная позиция не давала покоя главарям бандитов. Ахмед неоднократно подвергался нападению и покушению на свою жизнь, но это не остановило его в борьбе против терроризма и экстремизма. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Победителям военных конкурсов будут вручать медаль имени Героя России Ахмеда Катиева. Эту идею глава Ингушетии Юнусбек Евкуров обсудил в Магасе с начальником Академии ФСИН России Александром Крымовым, который прибыл в Ингушетию с рабочим визитом. Гость преподнес руководителю региона подарок – исторический формуляр Академии ФСИН, книгу «Несгибаемое мужество» и вручил награду за вклад в воспитательную работу учащихся учебного заведения. Также руководитель Академии ФСИН поделился с Юнусбеком Евкуровым идеей учреждения медали имени Героя страны Ахмеда Катиева, который трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Глава региона предложение поддержал и выразил поддержку реализации данного проекта. Я по поручению комитета ветеранов хочу вам подарить эту награду генерал-лейтенант Смарыга за вклад в воспитательную работу учебного заведения. У нас выпускник Герой Российской Федерации 1. И вот у комитета ветеранов возникла такая идея, если одобрит семья, если одобрите вы. Я вам рассказывал и о военном патриотическом марафоне «Служу России», и о Зорнице, и о многих вот таких боевых конкурсах. Служебно-прикладная эстафета «Готов к службе в уголовно-исполнительной системе». Поэтому у комитета ветеранов возникла идея, но они сомневаются, как лучше. Может быть, все-таки это лучше вы. Вот победителей этих эстафет, этих турниров, не больше 3-4 человек в году награждать возможно медалью Катиева. Выпускник Академии, это дорого стоит. Да. Поэтому надо сделать серьезный турнир, если не по военным прикладам, то какому-то виду, конкретному виду спорта, чтобы он был ежегодно. Это одно. Второе, надо учредить медаль Катиева. Как вы говорите, 4-5 медалей в году, в год, чтобы эти медали Катиева награждались. Когда чемпион этих конкурсов, отличник учебы и так далее. Чтобы как такая тема была красивая, хорошая. Мы найдем тех, кто поддержит. И, конечно, еще что-то такое придумать, количество памяти, музей, это все одно, а еще что-то такое придумать, которое могло бы дать понять, что да, он единственный в Академии Героя России,
Готовность системы образования к началу учебного года обсудили на совещании в режиме видеоконференции, который провел премьер страны Дмитрий Медведев. В работе приняли участие руководители всех субъектов страны, в том числе глава Ингушетии. В этом году в первый класс пойдут 1 800 000 ребят. За школьные парты сядут 15,5 миллионов школьников. Премьер отметил, что власти должны обеспечить им качественное образование, чтобы учиться было интересно и комфортно. В Ингушетии все образовательные учреждения готовы к открытию после каникул. Ремонтные работы завершены, все учащиеся полностью обеспечены учебными материалами, в том числе и по вводимым в этом году предметам. В этом году школы республики примут на 4050 детей больше, чем в прошлом, что свидетельствует о позитивной динамике в демографии региона. В этом году учиться придет огромное количество детей. В целом молодежи около 30 миллионов. Только за школьные парты сядет 15,5 миллионов школьников. Это почти на миллион больше, чем год назад. Из них 1 800 000 детей пойдут в первый класс. И в этом году тоже первоклассников у нас будет больше, чем в прошлом, на 100 000 человек. Число детей, которые ходят в детские сады, также увеличивается, составит почти 7 300 000 человек. Ну и большее количество пойдет учиться в колледже и технику. При всем этом мы должны обеспечить им качественное образование. Нужно, чтобы интересно было учиться было комфортно. От того, какие условия для обучения будут созданы и для детей совсем таких маленьких, и для школьников, и для студентов тоже зависит, какие результаты в целом покажет система образования и конкретные учащиеся. У нас в стране почти 94 000 образовательных учреждений, из них 42 000 школ. К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года еще 94. В них сможет учиться почти 100 000 человек. Динамика очень неплохая. Столько школ, сколько мы построили в последние 2 года, мы не строили никогда. Причем эти школы, это действительно школы нового поколения, в которых внедряются передовые методики, технологии обучения, включая цифровые. Такие уникальные школы появляются во многих регионах. Я часть из них посещал, и, естественно, эту практику продолжу. Добавлю, что в этом году во всех школах региона введен новый предмет – история Ингушетии. Ее в обязательном порядке начнут осваивать и ученики гимназии Али-Юрта. Общеобразовательное учреждение, кстати, обновили, провели косметический ремонт. О готовности заведения к 1 сентября в репортаже Саида Куштова. Амина Дзейтова в школьные хлопоты погрузилась с головой. В День знаний за партой у женщины сидят 4 ребенка. В этом году расписание уроков ингушских школьников, начиная с 7 классов, пополняется еще одним предметом – историей Ингушетии. Этот учебник, как и другие пособия, выдают под роспись родителям. В очень хорошем состоянии. В очень хорошем состоянии, я очень довольна. Большое спасибо всем, кто участвовал, кто поддерживал в этом отношении, что детям нам большая помощь, родителям. Действительно, это большая помощь, оказанная нам. Если покупать эти книги, тем более, когда у тебя 3 детей в семье, это очень затратно. Я так считаю. Я благодарна, в принципе, всем, кто помог нам. И спасибо огромное, что дали нам столько книг, что не надо на них тратиться. Учебник по истории Ингушетии – это результат кропотливой работы многих специалистов, историков и научных деятелей республики, а также активной поддержки руководства региона. На страницах учебника ученики смогут получать не только знания об основных исторических событиях и персоналиях своей республики, но и подробно ознакомиться с культурой, искусством, архитектурой Ингушетии. Обновленная школа готова распахнуть свои двери для отдохнувших за лето детей. Проведен косметический ремонт, закуплены дополнительные интерактивные доски, обновлен компьютерный класс, а главное – отремонтирован спортзал. Теперь учащиеся смогут в полной мере проводить занятия и спортивные состязания по нормам ГТО. Впрочем, школьная команда не раз выигрывала такие соревнования как в республике, так и в других регионах страны. Спортзал у нас, благодаря нашей администрации, всем учителям, которые тут занимались, доработали, на 100% подготовлен. У нас есть спортивный городок, который мы подготовили. И проблем у нас нет, скорее всего. Главное, чтобы детям было приятно.
Гранит науки гимназии грызут 455 учащихся. Но с каждым годом поток школьников растет. И это неудивительно. Для них в школе созданы все необходимые условия. Мне кажется, что все-таки к учебному году мы подготовились достаточно полномасштабно. Мы провели полный ремонт, начиная с цокольного этажа по первый этаж. Особое внимание уделили, вы видели, санузлам. Вот. Обновили практически всю сантехнику, процентов на 70. Это благодаря нашему родительскому комитету. Он очень сильно помогал нам. У нас есть такие родители, которые так добровольные пожертвования внесли именно в виде сантехники. 1 сентября не за горами. Для кого-то школьная пора только начинается, а для кого-то этот год выпускной. Многие уже успели соскучиться по своим одноклассникам и учителям за время каникул. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор так называемой Карабулакской бандгруппе, члены которой в 2014 году организовали несколько терактов на территории нашей республики. Активные члены бандподполья получили от 20 до 12 лет строгого режима. Оперативный сотрудник ФСБ, который и вел это дело, дал корреспондентам нашего канала эксклюзивное интервью и предоставил видео, которое до этого было засекречено. Слово Алексею Ковтуну. Взрывчатка, автоматы, бомбы, хатапки, патроны, снова взрывчатка. Карабулакская бандгруппа, боевое подразделение печально известного Вилаят Галгаича, судя по содержимому схрона, обнаруженного в карьере за Карабулакским заводом ЖБИ, не испытывала недостатка в инструментах террора. Присягнувшие исламскому государству боевики не делали различия между сотрудниками правоохранительных органов и мирными ингушскими коммерсантами. Если за полицейскими охотились по идеологическим мотивам, то магазины взрывали ради денег. Неоднократно они пытались установить самодельные взрывные устройства на дверях магазинов с целью причинения имущественного вреда владельцам. Был момент, который в рамках уголовного дела почему-то не пофигурировал, когда они занесли газовый баллон в один из магазинов, жестоко избили сторожа этого магазина, пытались подорвать этот баллон. Оглашение приговора членам Карабулакской бандгруппы в Северокавказском окружном военном суде заняло целый день. Преступных эпизодов за подсудимыми накопилось на 62 тома уголовного дела. Структура этой группы для экстремистского бандподполья очень характерна. Эмир, он же идейный вдохновитель, пара замов и послушные их приказам рядовые боевики. Все довольно молодые. Часть жила в лесу на нелегальном положении, повышая этим свой авторитет в глазах других членов группы. Кто-то занимался разведкой будущих целей, кто-то изготавливал бомбы, для обезвреживания которых прибегали к помощи робота-сапера. Не, прям плашмя опускай. Всего на скамье подсудимых 7 человек. В основном это рядовые бойцы бандподполья. Дело в том, что эмир группы Аслан Дышноев был ликвидирован спецназом ФСБ у села Гази-Юрт в октябре 2015 года. А глава карабулакской группы Артур Мурзабеков погиб в перестрелке с полицейскими, которые в сентябре 2014 остановили для досмотра легковую машину, в которой ехало боевое крыло бандгруппы. Оставшиеся без руководства подельники пустились в бега, но на свободе не задержались. Кто-то сдался сам, кого-то нашел спецназ. Нам уже стало понятно, кто входит в состав группы, кто оказывает пособническую помощь. То есть картинка более-менее прояснилась. Начали работать по поиску тех людей, которые скрывались, находились на нелегальном положении. И одним из первых, кто не смог вынести всех, видимо, тягот и решений, которые претерпевают люди, находящиеся на нелегальном положении, оказался медик этой группы. Он бросил своих, будем говорить, подельников, членов группы, и попытался скрыться за пределами Российской Федерации, был задержан при пересечении государственной границы России и Грузии. Можно только гадать, сколько еще террористических атак успела бы осуществить карабулакская бандгруппа, не окажись она в 2014 году в полном составе в руках правоохранительных органов. От 20 до 12 лет лишения свободы, в основном строгого режима. Вот что заслужили члены карабулакской бандгруппы своими попытками взорвать Северный Кавказ. Вот какую память о себе они оставят в народе, который выбрал мирную жизнь, обустройство родной республики и счастливый смех своих детей. Алексей Ковтун, Новости 24. Сейчас новости от нашего корреспондента из Саудовской Аравии. Руслан Албагачиев в числе паломников, решивших в этом году совершить хадж к святым местам Мекки и Медины. Проведение обрядов ему удается совмещать с созданием сюжетов об этом священном путешествии. Смотрим. Прибыв в священную Мекку, ингушские паломники перед утренней молитвой, облаченных в храм, совершают намерение сделать умру, направляются за вредную мечеть. После вступления в состояние ихрама паломнику запрещается носить головной убор, одевать сшитую одежду, пользоваться духами и мыться душистым мылом. Есть, конечно, еще много запретов.
но это самые основные. Не подстригать ногти, не подстригать волосы. Если нарушишь какой-либо из этих запретов, то придется выплатить штраф в размере животного. А животные здесь это чаще всего баран, овца. Когда верующий одевает ихрам, он заметно меняется. Эта ритуальная одежда меняет человека не только снаружи, но и внутри. Ихрам – это два отрезка белой ткани, которые одевают паломники во время совершения хаджа и умры. Здесь, в Мекке, во время умры и хаджа стираются общественные отличия паломников. Депутаты, бизнесмены, простые деревенские жители или суданские мальчишки. Все здесь обретают лишь один статус – рабы Всевышнего. إن أكرمكم عند الله أتقاكم شو تحسيدوا لو ديالا دقة خير وشانيو أخوي حاجة ولا شيء عمرة دول شانها نخ وعشات وخذ حمدس تزع وعشات وخرجها شيء ورث حتى روت تدو حمد حتى دسار تعبرت حتى ده شبرت بعد صار إحرام لقيت تدو دول إحرام شبرت مع حمد تدو شجت تقصى حتى قلا مسبول بوشناخ از برست ثاني قيمة في سجد عقل خوش سجد تدور مرش كي برست سجد شيء تقصك قاس جواست برست ثاني تدور دياله قير المعرة اجى دالجر سيد دول وسجد دياله قير وطبعا أقص مهك دقش مهك نخبوا حكم بو نخب بتشعر بو نخب ثاني قصق قاستن باست أو واحد شخانة مساعد شخانة حال عرفت أخيش أبا شانها مسنا حق تعتربش تحبس النخ بق حقيقي ده بس النخ تأش خل بير بق حقيقي دهش دالجرجة ثاني قصيدو جوره دياله دقة خير والجة ورا أزب الله دقة بيزر. Главная мечеть мусульман – Масджид Аль-Харам. В центре священная Кааба. Десятки тысяч людей разной национальности и цвета кожи совершают обход вокруг святыни ислама. И этот постоянный поток останавливается лишь для совершения пятикратной молитвы. Иса Хазботов сделал 7 кругов вокруг Каабы и до сих пор не может прийти в себя от возвышения над мирским. Это можно сравнить лишь с ощущением полета, когда человеку дали крылья, когда ты впервые действительно почувствовал себя частичкой чего-то большего, чем просто человеком, когда ты почувствовал себя частичкой уммы, частичкой огромной уммы, когда ты увидел ту мечеть, которую построил один из твоих пророков, когда ты увидел, насколько много мусульман, насколько они любят друг друга, как они друг другу радуются, как они друг друга обнимают, как они пытаются друг другу помочь. Мой первый обход вокруг Каабы, первый в жизни обход вокруг Каабы, впервые, когда я ее увидел, я пронесу это чувство сквозь, наверное, всю жизнь. Я буду это помнить, я буду это ценить. Этот постоянный обход вокруг Каабы можно назвать биением сердца ислама. А оказавшись тут, вдруг понимаешь, что сам являешься частичкой единого организма мусульманской уммы, и что именно здесь бьется и твое собственное сердце. Совершив таваф, верующие делают ламас, потом направляются к холмам Сафа и Марва. Движение начинается от холма Сафа в сторону Аль-Марвы и обратно. Между отрезками пути, отмеченные зеленым цветом, мужчинам следует ускорять шаг. Дойдя до Марвы, паломник обращается в сторону Каабы и повторяет аят дуа. Так повторяется 7 раз. От Сафы до Марвы считается одним отрезком, а обратно другим. Таким образом, получается, что паломник заканчивает ритуал на горе Марва, дойдя до нее в 4-й раз. Закончив ритуал, паломник совершает обряд укорачивания волос. Мужчины стригут волосы, а женщины достаточно состричь прядь волос длиной с палец. На этом умра считается совершенной, и паломник может снять ихрам и носить обычную одежду до 8-го дня месяца Зуль-Хиджи.
Руслан Албогачиев, Исаак Хазботов, Новости 24. Корреспонденты информационного отдела продолжают мониторить проблемы жителей тех или иных населенных пунктов. Спецпроект «Под наблюдением» уже позволил разобраться во многих спорных ситуациях, обратил внимание компетентных органов на частные обращения. У Марины Муталиевой готова еще одна подборка «Есть слово». Несколько месяцев назад к нам обращалась женщина по поводу пандуса в кожвендиспансере в Назране. Напомним, он был слишком крутым и доставлял неудобства посетителям заведения с ограниченными возможностями здоровья. Журналисты рубрики «Под наблюдением» внимательно следили за ходом событий. А недавно женщина сообщила нам о том, что проблема наконец решена. Как мы видим, пандус в самом деле привели в должное состояние. Взбираться и спускаться по нему теперь намного проще. Он занимает больше места, но зато люди с ограниченными возможностями здоровья не будут чувствовать себя сколько-нибудь ущемленными. Если сравнить его с предыдущим, разница колоссальная. Не такой крутой, как раньше, по длине почти 4 метра и доходит до самых ворот. Следующий материал из сельского поселения Кажево журналисты национального телевидения освещали в прямом эфире новостей совсем недавно. Поводом снова заговорить о лопнувшей более 15 лет назад водопроводной трубе стало то, что на эту проблему наконец обратили внимание соответствующие органы. Руслан Хамчиев проживает здесь почти 30 лет. Половина из них прошла в борьбе за ремонт этой трубы. Сменилось 4 главы администрации, и к каждому Руслан приходил с десятками подписей местных жителей. Но все было впустую. Правда, герой нашего сюжета так и не бросил попыток. Недавно вот у нас поменяли главу администрации, вот у нас Кациев Башир сейчас глава администрации, вот к нему обратился, сразу незамедлительно, сразу пригнал технику сюда. Вот эту камыша вокруг 200 метров он здесь прорыл, прокопали вот траншею 200 метров, здесь целый день трактор работал. В течение нескольких дней работники администрации вместе с жителями проделали здесь колоссальную работу. Так как труба проходит под камышиными зарослями, трактор был бы не в состоянии подобраться к ним, чтобы не погрязнуть в болоте. Поэтому пришлось вырыть новую траншею, огибающую территорию. Кстати, вода, переливаясь, стекла вдоль всей улицы Индиева, а дальше попадала прямиком в реку Сунжа. Можно только представить в прямом смысле слова, сколько воды утекло за 15 лет. Тут летнее время, вы сами знаете, воды не хватает. Решили в первоочередном порядке снять вот этот вопрос. Привлекли мы внебюджетные средства, наняли технику. Быстро в течение 3-4 дней, вот 3-4 дня мы тут работали. Вот Руслан Хамчиев нам сильно помогал, еще некоторые люди тут помогали. Вокруг зарослей вырыли траншею и проложили под землей около 200 метров трубы. Кстати, часть из них предоставил Карабулакский завод «Полимер». На все про все ушло немало денежных средств, зато для местных жителей здесь решилось сразу несколько проблем. Ведь в болоте под зарослями даже змеи водились. Сам камыш, кстати, тоже доставлял местным жителям немало хлопот. Пух этого растения вызывает аллергию, а от самого болота несло неприятным запахом. Я вот рядом живу здесь, вот первый дом у меня вот отсюда, вот, поблизости. И вот у нас постоянно вода была мутная, грязная. Вот когда вода, вода когда не течет, вот это весь мусор затекал в эту трубу. И шел к нам, вот мы эту воду пили. Не то, что мы это пили, эту воду полсела пили. Полсела, потому что отсюда, начиная вот до моста, вот этой водой питается. Да. Сейчас вода течет чистая, напор хороший у нас. Территорию еще предстоит облагородить, а камыш без доступа воды скоро сам по себе засохнет. Местные жители не нарадуются решению многолетней проблемы. А я напомню, свои видеообращения вы можете прислать на номер в WhatsApp 8 928 731 85 93. Марина Муталиева, Адам Кадзоев, Новости 24. Сотрудники ГИБДД накануне ночью вышли в рейд. В Сунже выявляли водителей в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического. Подробности в репортаже Зелимхана Калоева. Почти полночь, но несмотря на позднее время, сотрудники ГИБДД на посту. На этот раз зоркий взгляд инспекторов попадает в любителей езды под градусом. Казалось бы, в республике нетрезвых водителей встретишь редко, но картина выглядит совсем иначе. Направляем.
После проверки на месте задержанные направляются на медицинское освидетельствование, после чего нарушитель вносит вердикт. 29 фамилия. А если вы хорошо подул, вообще хорошо показал. Я хорошо подул. Нарушители, в свою очередь, сопротивляются и отказываются решать вопрос мирным путем, несмотря на неоднократные заявления стражей правопорядка. Как без свидетелей мы машину досматриваем? А где свидетели? Почему я не знаю? А почему я не знаю об этом? А почему я не знаю? Почему вы мою машину даете? Почему вы без свидетелей? препятствуете законным действиям сотрудникам полиции? А без свидетелей почему вы живете? Документы сотрудник потребовал на основании пункта 27 вы обязаны. Я не знал, что мои документы там находятся. Такие рейды сотрудниками ГИБДД проводятся в республике повсеместно. На днях нетрезвых водителей выявляли в Малгобеке, и ситуация ничуть не лучше, чем в Сунже. 3 водителя задержаны, у них установлено состояние опьянения, также задержано транспортное средство, на котором были установлены подложные регистрационные знаки и агрегатные данные не соответствовали документам. Впрочем, большинство водителей против того, чтобы допускалось пьянство не только на дорогах, но и в жизни. Пьянство, оно давно из моды вышло. Да. Мешают, конечно. Сильно мешают. Они не то, что неадекватные, они детей сбивают, стариков сбивают. Инспекторы напоминают, рейды по выявлению нетрезвых водителей продолжаются. И если нарушители не пугают возможные последствия такой безответственности, может быть хотя бы штрафы и лишение прав остудит их пыл. Зелимхан Калоев, Новости 24. Накануне во дворце спорта «Магаз» прошел турнир по смешанным боевым единоборствам «Дорога в М1. Битва в Назране». 17 интересных поединков, 16 из которых участвовали ингушские бойцы. Победу одержали 10. Ну а подробно о супербое и самых зрелищных поединках расскажет наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. 8-я по счету битва в Назране задолго до начала обещала обеспечить зрителям зрелище. И дело не только в количестве поединков, но и в их качестве. Проложить себе дорогу в М1 хочет каждый из 34 бойцов, заявленных на турнир. Поэтому спортсмены стараются допустить минимум ошибок. В первом бою этого вечера сошлись спортсмены из Кабардино-Балкарии Арсен Тилов и наш земляк Адам Барзиев. Для обоих это профессиональный дебют, разница лишь в возрасте на несколько лет. Активнее вначале выглядел Арсен Тилов, но к середине раунда Адам Барзиев стал поддавливать соперника, поэтому перевод в партер не заставил себя долго ждать. После чего на Тилова обрушился буквально шквал ударов, и судья был вынужден остановить бой. Победа в дебютном поединке за Адамом Барзиевым. Два раунда по 5 минут, а в случае необходимости и третий экстра раунд должны выявить лучших. Второй бой в полусреднем весе между представителем Чеченской республики Магомедом Сати-Аджиевым и Илезом Мальсаговым из Ингушетии. Самбист против кикбоксера, заявка интригующая, но зрелищного поединка бойцы с большим количеством ударов не показали. Оба раунда пролетели незаметно и под диктовку Илеза Мальсагова, поэтому исход боя никого не удивил. Илез Мальсагов, Республика Ингушетия. В числе зрителей на битве немало и профессиональных спортсменов. Все они с живым интересом наблюдают за боями. Здесь объединено все – бокс, борьба, самбо, грэпплинг. Очень интересный турнир. На таком уровне первый раз участвую на таком турнире. Очень приятно, когда наши ребята побеждают. Ребята на самом деле уже вот именно в М1 добавляют. У нас уже есть чемпион М1 Маусариев, Абухар, Яндиев. Я думаю, дай бог, еще много спортсменов у нас будет достойно. Что очень интересные бои сейчас идут. Я здесь сегодня первый раз присутствую, а так всегда в телевизоре смотрел. Я всегда на сборах, поэтому не получалось сюда приехать. Сегодня я первый раз сюда приехал и с удовольствием смотрю на эти поединки. Очень красивые, зрелищные поединки. Атмосфера, наши болельщики, очень можно поддерживать наших ребят. На каждую битву в Назране всегда заявляется много дебютантов. Проложить себе дорогу к более престижным турнирам и показать взыскательной ингушской публике все, на что они способны – вот задача, с которой приезжают бойцы. Спорт ошибок не терпит, поэтому все должно быть продумано и грамотно взвешено.
Первая победа, друзья, первый поединок и первая победа спортсмена из республики Ингушетия. Поздравляем Адама Барзиева. Третий бой в полулегком весе между Ахмедом Талдиевым и Абдусатором Салайдиновым из Киргизии продлился не так долго, но болельщики этому даже обрадовались, по крайней мере ингушские. На протяжении 2 минут первого раунда контролировал ситуацию Ахмед Талдиев. После перевода в партер в попытке высвободиться Абдусатар оставил незащищенной шею, а большего бойцу ММА и не требуется. Удушающий прием обеспечил Талдиеву первую победу в ММА. Да, у меня был дебют. Я чуть-чуть волновался, как так, выступаю у себя на родине. Вот. Соперник довольно был опытным. Я закончил бой досрочно, как и планировалось. С каждым разом бойцы в преддверии битвы сами подогревают интерес зрителей к турниру. Еще бы, такое количество тренировок, жесточайшие диеты и месяцы, проведенные в спортзале. Все это ради нескольких минут в рейдже. А зрители требуют зрелища, которое поклонникам с лихвой обеспечил Шамиль Асамбаев в своем поединке с Арби Аздоевым. Красивый и не менее неожиданный удар с разворота ногой пришелся в голову Аздоеву. Добивания не потребовалось, но уроки из своей ошибки Арби точно извлечет. Если есть приз за самый красивый нокаут, это он. Это Шамиль Асамбаев. Еще один бой, которого все зрители ждали с особым нетерпением. Умалат Пошев против Александра Алексеева. За плечами гостя уже есть один триумф на турнирах ММА. Поэтому Умалату, как дебютанту, нужно было быть осторожнее после 2 пропущенных в самом начале встречи ударов. Умалат переводит соперника в партер и буквально перекрыл Александру кислород. Победа удушающим. Умалат Пошев, Республика! Республика Ингушетия! А вот и момент, ради которого и собралось большинство болельщиков. Селим Евлоев против Магомеда Хакимова. Последний бой этого вечера и красочное закрытие турнира. Бойцы постарались выдать зрелище. Минимум переводов в партер и максимум ударной техники от 2 профессионалов. Вот что было в этом бою. Но гораздо точнее и сильнее бил Селим Евлоев. Во втором раунде после очередного пропущенного Магомедом Хакимовым удара это стало очевидно. Вторая победа в копилке Селема. Республика Ингушетия! Присутствовал на турнире и глава Ингушетии. Впрочем, возможности посмотреть на новых перспективных ребят Юнусбек Евкуров не пропускает. А сегодня как раз много дебютантов. Ребятам есть над чем работать, отметил глава Ингушетии, но на ошибках как раз и учатся. Это вот именно та площадка, которую мы специально создали по совету Вадима Фелькенштейна, чтобы сделать дорогу М1, чтобы их больше и больше втягивать в этот спорт. Поэтому вот эта площадка как раз для того, чтобы начинающие могли бы себя проявить и показать. Здесь есть и опытные бойцы, есть в своем большинстве начинающие бойцы. Поэтому есть ошибки, и то, что проиграли, ну, для правильных выводов это может и с одной стороны хорошо. Даже вообще это лучше, чтобы проиграли некоторые, чтобы они опустились на землю, понимали, что учение одно, а реальный бой это другое. Так и здесь. Всего в карде турнира было запланировано 17 поединков. Для многих ребят эти соревнования, несомненно, станут отправной точкой в большой спорт. И как знать, может в следующем году некоторые из них окажутся уже не на равнинной части Ингушетии, а в Таргиме, уже на более престижном турнире под названием «Битва в горах». Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ангушт одержал разгромную победу над командой из Новороссийска. В выездном матче 6-го тура профессиональной футбольной лиги зоны Юг Ангушт встречался с Черноморцем. Игра прошла под диктовку назрановской команды. На протяжении всей игры Ангушт не раз создавал голевые моменты. Реализовать получилось 3, и все они завершились взятием ворот. На 17-й минуте второго тайма отличился Асланбек Конов. На 58-й минуте Дени Далиев удвоил преимущество Ангушта, а спустя 8 минут оформил дубль. Обе команды вышли на поле в оптимальных составах. После игры состоялась традиционная пресс-конференция тренеров команд. Ребята сражались, бились за победу. Были еще моменты. Ну, Новороссийск, да, где-то, наверное, территориально владел инициативой, но мы играли, я считаю, сыграли грамотно, в контратаках, забили 3 гола. Ну, территориально, да, я согласен, что Черноморец где-то владел территорией, но по моментам мы не дали им много создать, поэтому считаю, победа наша закономерная. Напомним, следующий свой матч Ангушт проведет уже дома 2 сентября против команды из Нальчика. От болельщиков ждут активной поддержки.
Иса Чениев стал чемпионом мира по боксу по версии IBF. Соревнования прошли в Литве. Наш земляк одержал победу в весовой категории до 62 килограммов. Репортаж Саида Куштова. Родственники, друзья, знакомые в ожидании прилета нового чемпиона IBF в аэропорту Магаз. Больше всех во время соревнований переживала бабушка Исы, ведь для нее он в первую очередь внук, а потом уже чемпион. Тренер, спонсор, Зангисага метали топраг чемпион хавегол кегинах батун урулилриш. Диккегинах ба да ирмоба кегинах ирмоболба хакмир далвин ишмобоб. Дальше мяслили вы махда тобол. Какие усилия он приложил, пробивая путь к титулу чемпиона, знает как никто другой брат Исы. Это годы изнурительных тренировок, успех, ошибки, все это опыт, цену которого понимаешь, когда выходишь на ринг один на один с соперником. 12 раундов, в которых должен уложиться, показав красивый бокс с безоговорочным ревением к победе. От боя с первого раунда полностью. Царка раунда я дацелуш, я шитти раунд таяка. С болхорцу. Переживать, что одедру бодрялч. Более что одедру массенер. Усхалбах кина гумугойшим берег халбака бережем. Самолет наконец заходит на посадку. Каждый встречающий спешит первым поздравить боксера. Ведь пояс чемпиона – еще одно доказательство безудержной воли к победе наших спортсменов, которые снова и снова заявляют о себе на международной арене титанов. Соперник ингушского боксера Жан-Пьер Бауэнс в профессиональной карьере 42 победы, 3 поражения, 2 ничьи. Опытный боец, который достиг в боксе больших высот. С таким огромным багажом он вышел на ринг против Исы, у которого за плечами 12 побед, 7 нокаутов и ни одного поражения. Обмениваясь ударами, оба боксера достойно отстояли 12 раундов. Но единогласным решением судей обладателем чемпионского пояса стал ингушский спортсмен. Тренировок Абхазия с чемпионата готовится для собой преимущество в опыте Ерцин Бадрялович. 47-43 победы Ерцин, еще поражение моя. Даху, косу преимущество Ерцин Бадрялович. На этот титул настроен, да, в любом случае. Второй шанс Ерцин. Первый раз 25 мая бой проиграть, судья с бою аннулировать. Второй шанс нет, с титула делает. За каждым великим чемпионом стоит тренер, который не только учит, как правильно провести джеб, уклониться и встречать соперника, держа удар, а поставить тактику ведения боя, с волнением переживая за своего преемника, чтобы он не только уложился, а следовал заранее запланированной стратегии. За плечами Башира Евлоева больше 20 лет опыта тренерской работы и практически все его воспитанники именитые известные боксеры, в числе которых Ислам Тимурзиев. Как никогда он справился со своим заданием вот в этом бою. Все, что ему было сказано, он все выполнил. Я ему когда обещал, в ближнем бою, вот он ближе берет и идет, говорю, на размен, на дистанцию идет. Ну все, что ему было сказано, он выполнил в этом бою, поэтому у него не было проблем особо так. А соперник был очень серьезным. Своими достижениями в разных видах спорта ингушские богатыри радуют не только Ингушетию, но и всю страну. Буквально на днях здесь встречали серебряного призера по греко-римской борьбе Мусу Евлоева. И вот вновь спортивная копилка республики пополнилась еще одной наградой – чемпионским поясом Исы Чениева. С созданием региональной федерации бокса планируется и открытие клуба, где будут расти боксеры, будущих чемпионов. В республике уже действует федерация бокса, профессионального бокса. Есть школа, но есть у нас какие-то пробелы. Нет отдельного помещения для занятия этим видом спорта, но мы сейчас с новым президентом Федерации Ахмедом Шохаловым договорились, он нам обещал выделить отдельное помещение. С нашей стороны, я имею в виду Министерство спорта, я уже закупил весь спорт-инвентарь, ринг, груши, все, что требуется для полноценной тренировки. Сейчас у спортсмена на первом месте в планах заслуженный отдых, а дальше новые высоты и новые победы в Лиге чемпионов. Саид Куштов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Вот просто череда победоносных новостей спорта у нас сегодня. Но мы продолжаем выпуск. Муса Муталиев сейчас курсант военного университета Министерства обороны России. Осваивает специальность «Экономическая безопасность». Все стратегические знания копит для Родины. Заслужил блестящей учебой короткий отдых. Прибыл, как говорится, на побывку. Вот тут его и перехватил наш корреспондент Юсуп Гилисханов.
За плечами у молодого парня учеба в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище, которое он окончил в 2013 с отличием, и 4 года блестящей службы на финансово-экономическом факультете по специальности «Экономическая безопасность военного университета Минобороны России». Муса Муталиев говорить о своих успехах в учебе не любит. Оно и понятно, служит не ради славы, а во благо Родины. Военным делом Муса заинтересовался еще в детстве и с выбором будущей профессии долго не задумывался. Когда я еще обучался в Суворовском училище, математика была один из моих любимых дисциплин. Я участвовал в Всеармейской олимпиаде по математике, где моя команда стала победителем. И это поспособствовало поступлением именно на этот факультет. Успехи курсанта подтверждают многочисленные почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма родителям. Студент 5-го курса Муса уже старший сержант и командир учебной группы. А все свободное время парень посвящает спорту и науке. Первые 3 курса у нас были военные дисциплины. Сейчас уже начались специальные дисциплины. Также большой интерес проявляю к научным работам, исследованиям, участвую в научных конференциях, где неоднократно мои работы были признаны лучшими. Наш глава республики каждый год подводит итоги обучения, где он выделяет отличников, где я был награжден грамотой главой Республики Ингушетия за высокие показатели в учебе, в спорте и в культуре. Несмотря на строгий военный распорядок, у курсантов все же есть возможность дважды в год навестить родных. Муса эту возможность старается не упускать. Он уже месяц дома, а здесь время пролетает незаметно, говорит курсант. Через несколько дней снова на учебу. Планы у курсанта наполеоновские. Обеспечивать экономическую безопасность страны как внутри, так и за ее пределами. Обеспечивать независимость экономических интересов на международной арене. Также не могу не вспомнить слова генералиссимуса Суворова: «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». И в дальнейшем хочу получать военное образование в Академии Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации. Родные за своего будущего военного рады и гордятся им. Каждый его успех дома воспринимают как большой шаг на пути к поставленной цели. С 1 класса где-то дикдеши, Питер, да, врачи, масал, пердеши, ханчевошни, тишки, группе, экидекадеши, хасвачи, дикянки, бабляш, атахантеши. ودقة سقسة باش وعبيد نقول ديانش بطبر بردش هتموسى قاستا نقالات سنسيري شوا. В семье Муталиевых 11 детей, 7 мальчиков и 4 девочки. Муса – пример для подражания не только для сверстников, а в первую очередь для младших братьев. Я хочу стать военным, как и мои братья. На данный момент я поднимаю свою физическую подготовку и клон знания. Я хочу поступить в военное, Санкт-Петербургское военное Суворовское училище. Дома, безусловно, хорошо, но служба зовет. Уже 30 числа в 9 часов Муса должен быть на построении в университете. Ведь главная задача, которая сейчас стоит перед курсантом – хорошая учеба и дисциплина. Исуп Гилисханов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в Ингушетии. Киномарафон был организован на 6 открытых площадках. Зрителям предложили к просмотру 3 художественные киноленты. «Время первых», 28 панфиловцев, «Кухня. Последняя битва» и анимационный фильм «Снежная королева». Здесь же развернули фото и видеопрезентации. Все подробности у Жеридат Халухоевой. Кинотеатры, парки и культурные центры. В рамках ежегодной акции «Свои двери» для желающих окунуться в мир кинематографа распахнули все. В программе 3 художественные киноленты. «Время первых», 28 панфиловцев, «Кухня. Последняя битва» режиссера Антона Федотова для взрослой зрительской аудитории. Мультипликационный фильм «Снежная королева» для самых маленьких. Много было детишек, зрителей, конечно, которые посмотрели перед этим мультфильм. Дети остались очень довольные. Акция проходит уже 2-й год подряд. К подготовке мероприятию организаторы подошли ответственно. Показом только одних кинолент ограничиваться не стали. Для зрителей была подготовлена и музыкальная программа, где артисты ингушской эстрады выступили с концертными номерами. Песни в основном из известных и любимых всеми советских фильмов. О, вы, хранящие любовь, неведомые силы.
Киномарафон проходил на 6 открытых площадках. Здесь же развернулась фото- и видеопрезентация кинолент режиссеров и актеров не только прошлого времени, но и тех, кто сегодня творит, исполняя большие роли в фильмах мирового значения. Это и Сулумбек Мамилов, кинорежиссер и актер и мастер, которому принадлежит не одна известная кинолента, также и Ратмир Лянов и многие другие. Мы чествовали актера, великого мастера сцены, кино Руслана Наурбиева, которого, к сожалению, нет с нами сейчас. Он умер свыше 10 лет назад, но его роли бессмертны, и вы сегодня могли это видеть по отрывкам и по реакции зала здесь, в нашем Дворце культуры. Проведение таких мероприятий – хорошая возможность развития и сплочения молодежи, уверены организаторы. А для взрослого поколения хотя бы на время вернуться в молодость и вновь пережить волнительные моменты. Райда Кулухоева, Новости 24. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» отметила 4-летие со дня вещания. В воскресный день решили устроить праздничный телерадиомарафон. Мы работали для вас в прямом эфире, беседовали с интересными гостями, знакомили вас с нашими коллегами и принимали поздравления. Давайте вспомним, как это было. Репортаж Зелимхана Калоева. Это нас поздравляют. С днем рождения, Лейла. С днем рождения, Амирхан. Национальное телевидение с размахом отпраздновало свое 4-летие. С 10 утра до 4 вечера несменные ведущие Амирхан Дзортов и Лейла Цурова вещали в прямом эфире. Звонков от телезрителей было много. Каждый выражал признание и слова благодарности всему коллективу Национального ТВ. Хотел поздравить вас с очередной датой, пожелать вам благодарных зрителей, ярких творческих идей, профессионального роста. Мы смотрим вас, мы наблюдаем. Вы наша частичка нашей Родины здесь. Поэтому присоединяюсь ко всем поздравлениям. Далбешки Бог. А Изабелла Евлоева рассказывала зрителям об особенностях и задачах промо-отдела, руководителем которого она и является. Именно в этом году, как никогда раньше, чувствовался весь колорит праздника, от начала и до конца, отмечает Изабелла. Впервые за эти 4 года, когда празднуется день рождения НТК, я впервые ощутила атмосферу праздника. Она витала в воздухе и в студии прямого эфира, и вообще в кабинетах. Конечно, работа шла все равно напряженно, мы чувствовали свою ответственность, но и тем не менее было очень хорошее настроение, и оно у меня сохранялось до самого вечера. Ведущие очень хорошо провели, Лейла была очень красивая. Параллельно с телемарафоном шел и прямой эфир национального радио на частоте 88,8 FM, где, собственно, обстановка и заряд эмоций ни в чем не уступали. Радиослушатели также активно принимали участие в телемарафоне, присоединяясь к поздравлениям и пожеланиям. Что ж, мы продолжаем праздновать 4-летие НТК. Это национальное радио 88,8 FM, теперь еще и в телеке. Хотел, кстати, поинтересоваться у Руслана Чехкиева, нашего сегодняшнего гостя. Вся трансляция по телеканалу – заслуга всего коллектива. В этом процессе участвовали сразу несколько режиссеров, операторов и инженеров. Без тени сомнения, говорит Люба Газикова. Нам всего 4 года, но телерадиокомпания не раз доказывала, что в полной мере может провести многочасовые прямые эфиры. Мы бегали тут, наверное, зритель и не замечал, что у нас здесь творится, потому что у нас действительно здесь творился ажиотаж, здесь горела студия. Вы видите, да, мы сейчас готовимся опять к прямому эфиру, и как это сложно. А если у вас целый день эфир, это тоже очень сложно, я вам честно скажу. И казусы какие-то, было немножко, были не по сценарию вещи, но приходится импровизировать. Это целый день прямого эфира, ребята. Ведущие не уставали в режиме нон-стоп еще и принимать гостей, поднимая в студии все самые интересные темы. Беседу активно поддерживали и коллеги. Сегодня с утра видел нас с Лейлой в эфире, и как ты оцениваешь своих рабов, скажем, подчиненных? Оцениваю отлично. Марафон у нас сегодня отлично, шикарно. Все подготовились к нему очень хорошо. Конечно, огромное количество сделано то, что сделано уже. И режиссеры, и операторы, все работают сегодня, работают шикарно. Материала подготовлено много, передач много. Сразу видно, что сегодня праздничный день у нас. И ведущие, как всегда, на высоте. Как всегда. В гостях у ТВ побывали и талантливые дизайнеры одежды, сестры Аскановы, которые рассказали о дальнейших планах, и недавние поездки в Нью-Йорк, где представили свою новую коллекцию. На самом деле, это не первая наша поездка. В этот раз мы уже были во 2-й раз.
Первый раз произвела большое впечатление на нас поездка сама, и мы тоже произвели большое впечатление. Очень потрясла наша коллекция, национальные платья, работы ручной вышивки и так далее. Салик Адзоев, несмотря на свой выходной, за своими коллегами целый день наблюдал в качестве зрителя. Признается, полностью погрузился в праздничную атмосферу и горд проделанной работой НТРК. Видно было, что никакой постановки, просто как вот беседа обычная для зрителей, чтобы было доступно. Ну, понравилось мне, как бы и гости были такие интересные. И наши корреспонденты, коллеги наши были. Пожалуй, телемарафон на этом не закончился. Эстафету прямого вещания подхватили наши коллеги уже во Дворце спорта, где в это время стартовал турнир М1. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Так что следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.